Традиционно перед началом намаза осталось где-то минут 10-15, да? 15 минут. Вспомним аяты, хадисы, чтобы это было для нас назидание. Аллах сказал в суре Саба, 24 аяте и в следующих аятах: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим». قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Истину сказал великий Аллах, довел до нас эту истину его благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Мы это услышали, стали свидетелями или одними из свидетелей. Кроме нас с вами еще Коран слушают, ангелы слушают, джинны слушают, валлаху алям, все слушают. Аллах говорит в этой 34 сура, 24 аят: «Куль, скажи, ман ярзукукум минас самавати валь ард», кто доставляет вам удел с небес и с земли. Например, если бы нас спросили, что бы мы ответили? Аллах. Куль, скажи, Аллах. Аллах это делает. Ва инна ва ау иякум. Поистину мы или вы ля аля худа, несомненно на правильном пути. Ау фи далалим мубин, или в явном заблуждении. Куль ля тус'алуна амма аджрамна. Вы не будете спрошены о том, какие мы преступления совершили. Валя нус'алу амма та'малун, а вы не будете спрошены о том, то есть, а мы не будем спрошены о том, что вы делали. О чем эти аяты нам говорят? Что нам Аллах хочет сказать через эти аяты? Сначала утверждает через риторический вопрос, что истинным кормильцем, истинным дающим удел является Аллах, и с неба, и с земли Он нам дает удел. И потом говорит, либо мы, либо вы на верном пути или в явном заблуждении. Вы не будете спрошены о наших преступлениях, и мы не будем спрошены о ваших делах. Что это значит? Кто как понимает? Не выспались, что ли? Каждый несет ответственность сам за себя. Хорошо, машаллах, отлично. Но часто люди бывают
вот что-то старается доказать, там, вот он не прав, я прав, вот они такие заблудшие, мы правильные. Вот видишь, Аллах что говорит? Либо мы на правильном пути, либо вы на правильном пути. Давай, не будем зря тратить энергию нашу. На что? На вот эти вот доказательства или там обливание грязью друг друга. За наши грехи вы не отвечаете, за ваши грехи мы тоже не отвечаем. Каждый своим делом пусть занимается. Куль, скажи, яджмау байнана раббуна, соберет между нами наш, яджмау байнана, соберет нас, или между нами нас соберет, раббуна, наш Господь. Thumma яфтаху байнана бильхак. Затем Он раскроет нам истину, кто прав, кто виноват, рассудит нас. Ваху аль-фаттах, ведь Он раскрывающий, аль-алим и всезнающий. Сейчас такая тенденция вот пошла доказывать, кто прав, кто виноват, и они неправильно принимают, а мы прав. И тем самым тратят время, тратят энергию. Лучше ты, чем кого-то ругать, чем называть все это кафиры, это безбожники, или наоборот, эти фанатики, все это тьма. Чем ругать тьму, лучше зажги одну свечку. Да? Такая есть поговорка. Да? Сделай что-то хорошее. Даже если судный день наступил, вот все катаклизмы начались, и в руке одного у вас есть росток, говорит Расулуллах, алейхиссалям, посадите его. Вот такой очень хороший, полезный для нас урок в этих аятах. Поэтому давайте ценить свое время. Не будем распыляться на взаимную вражду и взаимные поношения. Каждый пусть своим делом займется. Аллах всех рассудит. Послушаем хадисы. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалам на расулилля. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Хадис продолжается, он довольно-таки длинный. Давайте частями будем переводить. Муттафакун алей. Во-первых, его передал Бухари и Муслим. Довольно-таки это известный популярный хадис. Когда мы к вам приходим, специально чего-то не готовим, какую-то тему. Вот так, что откроется, то откроется. Вот. И этот хадис очень соответствует аяту, который мы только что слышали. Абдулла ибн Мас'уд его передает, пусть Аллах доволен будет им. Говорит, посланник Аллаха, салям, сказал нам, и он является правдивейшим, правда которого подтверждена. Подтверждена чем? Кораном подтверждена и жизнью подтверждена. Садик, он правдивый, и мастук. Расулуллах, алейхиссалям, говорит, сказал, «Инна ахадакум, воистине один из вас, юджмару халкуху, его творение собирается фи батни умихи, в чреве матери. 40 яуман, 40 дней, нутфа, как капелька. Сумма якуну алакатан митля залик». Затем столько же времени, или подобно этому, 40 дней получается, человек проводит в чреве матери, как
зацепившаяся субстанция. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Затем еще 40 дней проводит в виде плоти, кусочек мяса. ثم يرسل الملك. Затем отправляет к нему ангела. فينفخ فيه الروح. И он вдувает в него дух. ويؤمر بأربع كلمات. И получает приказ ангел записать 4 слова. Что за слова такие? Первое, о его уделе. «Ма ярзукукум минас самай валь ард, кулилля». Аллах пишет уже этому человеку, каждому из нас, еще он эмбрион в чреве матери, уже сколько будешь, какие будешь использовать блага, ризк. «Ва аджалихи» и его срок, сколько кому суждено жить. «Ва амалихи» и о его делах, какие дела человек совершит. «Ва шакиюн ау саид» и несчастным он будет или счастливчиком. Дай Аллах нам быть среди счастливчиков, совершающих благие дела, которые умрут в самом прекрасном положении и у которых ризк будет достаточный, чтобы не зависеть ни от кого, кроме Аллаха. Джалля джалялю. Это наше пожелание. Пусть Аллах их примет в этот благой день, пятничный день. И далее пророк, алейхиссаляту вассалям, поклялся. Если он поклялся, это тоже не просто так не клянуться. Только лицемерие надо, не надо. Валлахи, валлахи, валлахи говорят. Это по делу пророк клянется, алейхиссалям, значит, что-то очень важное хочет нам сказать. «Фаваллади ла иляха илля гайрух». Клянусь тем, которого нет иного божества, кроме него. «Инна ахадакум ла ямалу би амали ахли джанна». Один из вас, или кто-то из вас, будет совершать дела, свойственные обитателям рая. «Хатта ма якуну байнаху ва байнаха илля зира». Так что между этим человеком и между раем будет расстояние локтя. Очень близок человек будет к раю. «Фаясбику алейхиль китаб». И опередит его книга судьбы. «Фаямалю би'амали ахлин нар». И он будет совершать дела, свойственные обитателям огня. Наузубиллях. Пусть Аллах нас сохранит от такого. «Фаядхуляха». И он войдет в огонь. «Ва инна ахадакум ла ямалу би'амали ахлин нар». И воистине будут среди вас такие, или кто-то из вас будет совершать дела, которые свойственны обитателям огня. «Хатта ма якуну байнаху ва байнаха илля зира». Так, что между этим человеком и адом или огнем будет маленькое расстояние, равное локтю. «Фаясбику алейхиль китаб». И книга судьбы опередит его. «Фаямалю би'амали ахлиль джанна». И он совершит дела, свойственные обитателям рая. «Фаядхулуха». И зайдет в рай. Этот хадис оставим без комментариев, потому что он сам о себе уже много что сказал, и время у нас уже вышло. Еще есть? Ну тогда давайте. Кто что понял из этого хадиса? Дела определяются по их конечному результату. Поэтому аят нам говорил, что не надо обвинять кого-то, спорить, ругаться. Вот вы заблудшие. Нет. «Ва инна фау иякум ля аля худан ау фи далалин мубин». Либо мы, либо вы на верном пути или в явном заблуждении. Своим делом занимайся. И мы не знаем, сегодня мы на намазе
завтра мы где? Один Аллах знает. Мы боимся плохого конца. Как слышали из этого хадиса, что будут праведники, но плохо кончится их жизнь. Некоторые удивляются, как так, почему, где справедливость? Человек молился, постился, и конец плохой. А почему так? И где справедливость? Другой был алкаш, наркоман, прелюбодей, и вот он в рай зашел. Где? Почему? Где справедливость? Говорят. Но мы видим только оболочку жизни. Вот она как мишура для нас. Азина. Украшение все. Вот это, например, вот это тоже украшение. Вот люстра, мустра и так далее. Так? Только украшение. А что там стоит за этим, мы не знаем. Сколько тут труда вложили, сколько тут люди не спали, три смены работали. Об этом никто не знает. Знает только вот люстра красивая, все. И тоже о людях мы судим по внешним проявлениям, а Аллах судит по-другому. Он смотрит сердце. Значит, те, которые делали добрые дела, в сердце, значит, не было доброты. Значит, делали на показуху, чтобы заметили, какой я хороший. Много молится, молодец. А другой был, например, алкаш, наркоман, убийца, прелюбодей, не знаю кто, но в сердце постоянно мучился. Как это я совершил? Астагфируллах. Больно было им от этого. Но, например, друзья плохие, или общество, или что. И в конце Аллах Тааля каждого ставит на то положение, которое он заслуживает. Как в другом хадисе алейхиссалям сказал: «И'малю факуллун муяссарун лима хуликалях». Делайте, трудитесь, каждому будет облегчено то, ради чего он создан. Поэтому обольщаться не надо и других считать за мусор не надо. Аллах только знает, кто есть кто. И мы всегда боимся плохого конца и надеемся на хороший конец. Просим Аллаха хороший конец. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Аллахумма джа'альна миналладина ястаминул кауля фаяттабиуна ахсана. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.